Привет, дорогие друзья! Мы сегодня опять на кухне находимся. И у нас первая готовка в новом году. Значит, готовить будем форель в духовке с картошкой. Я тоже сейчас, друзья, с вами поздороваюсь. Здравствуйте. Ну и видео это уже выйдет уже после Рождества, но все равно поздравляем мы с Рождеством. И на рождественский стол у нас сегодня, как уже Маша сказала, вот такая форель, такая жирненькая, вот такая здоровая тушка такая, да, вот такая. И даже там противень не влезает, и довольно-таки большой кусочек отрезали. Ну-ка покажи примерно, какой кусочек отрезали толщиной. Вот Машины пальчики, да, вот такой кусочек отрезали. Ну, сейчас Маша скажет, что мы туда, в эту готовку еще, что будем использовать. Ну, здесь у нас приправы для рыбы, паприка, сушеный чеснок, перец, лук, картошка, ну и также масло растительное. Сначала мы будем, значит, делать для рыбы, мазать приправами. Маринад Чтобы, такой небольшой, ну, да? такой маринад, чтобы, ну, немножко, 15-20 минут у нас в этом маринаде эта рыба полежала. Чтобы ароматы и приправы все впитались в наше мясо. А между тем, друзья, сейчас Маша, давай сначала включим духовку, а то все мы потом ждем все время. Так, включаю на 200. На 200 градусов включили духовку и пускай она греется. И перехожу, Маша что делает? Так, наливаем масло растительное. Ну, тут примерно на ложек 5. Ну, я на глаз. Ну, все равно, для зрителя интересно, что примерно, чтобы хотя бы сказали. Тут, сейчас немножко я скажу, тут, наверное, примерно ложек 5 растительного масла. Дальше, вот здесь сушеного чеснока, перца и по ложке где-то, а паприки 2 ложки столовые и 3 ложки приправы для рыбы. Она так и называется, приправа для рыбы. Если мне пачку Маша даст, но пачку, наверное, уже выбросила, я бы почитал, что в этой приправе находится. Так, все это размешиваю я. Ну и такая смесь красивенькая вот получается. Соль у нас на готовке там вот, но соль вот в эту смесь приправы соль не положили. Солью я сама буду уже обтирать. Натирать я буду потом уже рыбу. Значит, Я и забыл там, вот смотрите, еще нашу смесь приправ, еще Маша добавляет сок лимона. Я, потому что сама не очень-то любитель, как бы говорить, ну, как рыбу кладут же лимон, да? Ну, это классика, да, по классике. Да, мне это как-то не очень. Ну, я, значит, лучше сок выжму сюда и соком. Ну, пол лимона вон Маша все выжала. Так, поставлю в сторонку. Да, как уже Маша сказала, это первое видео наше именно с готовкой в этом новом году. И А теперь солью буду натирать. солью. Я помню, ты еще когда делала, надрезы были. Это надрезы уже потом или как? Когда? Сейчас солью. Я немножко опережаю, друзья, события, потому что, ну, я свои 5 копеек вставляю, но вы уже не обижайтесь, потому что был комментарий сейчас недавно, что машинными руками, мол, я загребаю жар. Вот. Но комментировать я, наверное, буду все равно, несмотря на то, что вы ругаетесь, потому что Маша, она хорошая хозяйка, она вот все, что хочешь приготовить, все переделает, но немногословно. Как вы заметили, Машенька немногословно. Наверное, все хозяйки такие. Вот. И
А без комментирования как бы тоже неинтересно же просто там. А, во, надрезики сейчас делает Маша. Посмотрите. А потом это будет все шикарно выглядеть. И, наверное, там между надрезиками тоже надо, наверное, просолить тоже, чтобы соль там тоже впиталась. Предварительно, естественно, мы сейчас уже не показывали это. Все почистили форельку, помыли, почистили, все чистенько, все аккуратненько. Ну, а теперь этим маринадом будем... Смесь приправ, давайте, такая получилась. Да. Вот и намажем потом этим всем приправой. Не дышим даже, смазываем такая, ну сразу ярко такая, цвет меняется от паприки. И рыбка уже красивая. И уже красивая. Она только еще даже готовиться-то не начала, но уже красивая. Ну, это мы делали такое блюдо, Маша делала на Новый год. Очень понравилось. И у нас была вторая форелька. И мы не стали уже там ничего думать на Рождество. Говорит, повторим это, потому что мы не насытились такой вкусняшкой. Снаружи все тщательно и внутри все тщательно Маша вот смазывает. Я тщательно комментирую. Маша, ты не против, что я комментирую? Нет. Вот. Вот, уважаемые зрители, Маша сказала нет. А это самое главное для меня. Не жалея этих всех приправ, пускай вот будет мариноваться. Рыбу отложили на сторонку. На сколько минут, Маша? Ну, на 15-20 оставляем. На 15-20 минут, говорит. Вот. Тем временем, друзья, будем готовить. Резать буду лук. Я так понял, это как луковая подушка будет идти под эту рыбу. Так. Полукольцами, да? Да. Будем полукольцами. Ну потому что мелко тут не надо, тут надо, чтобы она как действительно как была такая подушечка под эту рыбу. Лук, друзья, закончили резать. Ну, лука так достаточно. Если в общем взять, где-то у нас там половинки были, но две луковицы такие крупненькие, чтобы хорошенькая подушка такая была на противне. Вот. Такая гора лука получилась на дощечке. Не маленькая горка такая. И вот нам еще нужно картошку порезать на, ну вернее, на толстые колечки такие. Не маленькие, не пополам тоже, не слишком крупные. Ну вот сейчас я покажу, как это Маша будет. Вот так. Картофельненькую где-то среднюю на 3 части. И не крупные, и не тонкие. Где-то вот такая мисочка получилась. И теперь самое главное, это тоже будет Маша мариновать, друзья. Так, соль. Без соли, скажем, никуда. Да. Соль. Потом что у нас здесь? Так, куркума. Но здесь уже на глаз, никаких там ложечка там просто. Куркума придаст, ну конечно и свой вкус придаст и цвет. Ну и паприки немножко тоже. Так, и все это
растительным маслом. Смотрите, какая красота потом это. С растительным маслом это все равномерно разносит, ну, просаливается и с приправами всякими. Смотрите, какая красота. Ну вот, друзья, сейчас Машенька это все быстренько будет слой за слоем наполнять наш противень. Так, кладем, значит, лук сюда. Вот сейчас скажу еще немножко вон масла подсолнечного налила. Ну как бы смазала. Вот смотрите, как лук ложит. Знаете, вот этого лука какой сок потом будет вместе с соком рыбы. Знаете, как он вкусный. Какая жижка будет. Макать хлебушек очень вкусно, да ведь? Ну, я говорю, это вкусно, потому что я это уже ел. Такую вкусняшку. Это вообще очень шикарно прям. Видите, как луковая подушка такая, достаточно много лука. Здесь не помешает он. Все аккуратненько разместили и во. Вот так. Кладем рыбу. Да, вообще смотрится, друзья, суперски. И вот потом уже картошка, да? И вдоль потом, да, рыбы, картошку кладу. С краев. Ну вот, примерно так. Смотрится, друзья, офигительно. Красиво. Очень аппетитно выглядит, даже еще не начинали готовить. Ну и все это сейчас накрываем фольгой, закрываем. И потом в духовку. Духовка у нас уже готова. Да, духовка нагрелась, друзья, пока мы вот возились с рыбой, с картошкой, с луком. Это постоянно включаем, когда уже там все сделано, потом надо ждать. А сейчас тут быстренько все. Вот смотрите, как аккуратненько все заворачиваем вдоль противня. Так, все. И на 40 минут в духовку отправляем. Засекаем время. 40 минут. Да, и ждем. Да. Ждем эту вкусняшку. Естественно, потом покажем, как выглядит до того, как вытащим, потому что там еще надо сделать кое-что. Так, время подошло. Я вытаскиваю рыбу из духовки. 40 минут, друзья, у нас ровно 40 минут прошло. 45. 45? Да. Вроде я, 45 так 45. 45 минут прошло, вот Маша говорит, и те самые. Сейчас покажем, что там. Сейчас снимем это все. Фольгу. Так как еще нужно на 10 минут без фольги в духовку. Ну, чтобы немножко. О, пар такой идет. О, друзья, смотрите. Горячая рыба, парится, смотрите. Парит все это. Картошка там. И что говоришь, Маша?
Еще на 10 минут. Без фольги, да? Да, без фольги. Ага. У нас там, друзья, еще на плите варится суп. 40 минут мы не просто так же здесь сидели на кухне, суп варили с фрикадельками. Но это обычный суп с фрикадельками, и мы не стали снимать. Все, наша вкусняшка еще на 10 минут отправляется. И уже потом будем вытаскивать в заключительном этапе. Там будет там. Суп там. Над супом Маша колдует с фрикадельками. Хоть расскажи вкратце, что там. Суп с фрикадельками. Ну, ты спиной стоишь-то. Что у нас там в составе-то? Картошка, вода, морковь, фрикадельки, лук. Все это обжаренное, да? Рис. А, рис еще. Ну-ка, как ты? Сначала что делаем? Ну, такой рецепт, пускай. Ну, суп там в кадре появился, что потом? Добавим, расскажем. Маша смеется недовольная. Суп с фрикадельками ведь все делают. Ну, все равно, а мы как сделали, давай скажи. Ну, расскажем просто вот своими словами. Воду добавили, я только знаю, там воду добавили в кастрюлю, дальше что? Ну, лук, морковь обжариваем. Рис, добавляем картошку, потом уже добавляем после уже фрикадельки. Как сварится, кладу туда морковку обжаренную с луком. И все. Перец, горошек я всегда кладу в суп. Лавровый лист. Ну и там можно и приправы для супа добавить, чтобы вкуснее было. Вот. Дай хоть покажу, кастрюлю сюда положи, да? Вот здесь Пока покажу. варится, пока готовится. Ну, все равно потом, как потом? Потом Дай сейчас, пока Пока сидим. готовится. Ну, пока рыба готовится, Да дай я готовится. покажу. Да, чтобы потом не отвлекаться, дай на 5 секунд. Я просто засниму так, и все. Как выглядит суп. Не кочеврящий. Не ерепенча. Просто там, как выглядит этот суп. Чуть-чуть недоваренный еще. Ну-ка. О, фрикадельки там. Ложкой. Пшик-пшик-пшик. Что там внутри есть? Вот такой суп с фрикадельками за 40 минут. Быстренько. А мы ждем рыбу. Самая главная штука на этом столе — рыба. Вытаскиваем. Так, у нас прошло 12 минут, что-то мы с Машей разговорились, как будто первый раз друг друга увидели за столом. И вот, друзья, все готовенькое. Вот такая рыбка. Замечательная. И сейчас еще немножко вот такую красоту украсим немножко укропчиком. Свежий укроп с морозилки. Сразу надо доставать и резать, не заранее. Все шикарно, все красиво. Самый ответственный момент, друзья. Сейчас мы немножко до того, как бы поставить на стол именно на праздничный. Сейчас мы немножко как приготовилось и оценим, и вам скажем. Думаю, форелька, она не может быть невкусной. Ну и с такими приправами. Вкусно. Очень, да? Сколько хватает, все хватает. А мне немножко. Чуть-чуть кусочек. Небольшой, Маша. Я знаю, что он горячий. Дотянись. Ой. Друзья, такая вкуснота. Прелесть. Рыба. А картошка?
Мгм. Тоже все мягонько, да? Вот этот кусочек дай мне, маленький. Обойдешь сейчас, скажи, да? Но он горячий, я поэтому и очень маленький просил. Ну-ка. Вообще. Чувствует. Там внутри сок, друзья. Рыбу потом не забудьте полить вот этим соком. Картошку с угла уберите, в углу там сок, и потом полейте, вот, как бы, и рыба заблестит этим соком. Хвостик там, а вот это брюшко там очень жирное, у форелька очень вкусная это. Но мы с хвостика попробуем. Вот. Всем советую этот рецепт. И думаю, Маша тоже меня поддержит в этом, да ведь? Очень вкусно. Вместо этой рыбы, думаю, сюда подойдет и треска также, и пикша может подойти, даже окунь может подойти. Окунь очень тоже мясистая рыба такая, это морской окунь. И думаю, вот такими приправами очень даже тоже подойдет. Вот. Все. Приятного аппетита, Мария Олеговна. Пальчики оближешь, такая вкуснота. Угу. Четкую оценку Маша поставила. Но это не может быть невкусно, друзья. Вот смотрите, какая красота. Не стыдно подать на стол, рождественский стол. Вот так. Ну, С Рождеством. да. Ну, зрители наши уже будут смотреть с прошедшим. Ну, Рождество пройдет, но все равно мы вас всех поздравляем, православных, кто отмечает это Рождество, с Рождеством Христовым. Просим к праздничному столу. Да. Ну, сейчас еще стол не готов, конечно, так рыба, но это основное блюдо, так сказать, к этому столу. Ну, а на этом мы, друзья, заканчиваем это видео про готовку рыбы форели с картошкой, с такими приправами в духовке. Вот. Естественно, ставим, друзья, лайки, не жалеем, Машеньке. 1000 лайков от меня, если бы мог, конечно, поставить. И говорю спасибо за такую вкусняшку. Всем пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Пока-пока.